И ежегодно в курортный сезон Абхазию посещают сотни тысяч туристов. Их привлекают достопримечательности республики. Чистый воздух, обилие фруктов и, конечно же, теплое Черное море. Однако, какой бы теплой ни была вода, самым важным фактом остается безопасность купающихся. В этом году купальный сезон во всех городах официально откроется 1 июня, кроме Очимчиры. Там сезон откроют 10 июня. Администрации городов и районов должны подготовиться к пляжному сезону согласно предписаниям МЧС. Там указано 5 пунктов. Это обустроить спасательный пост, выставить флаги, разрешающие либо запрещающие купание, выставить ограничительные буи, осмотр и очистка дна пляжа и техническая зона для маломерных судов. Вот эти все 5 пунктов, как будут сделаны, то есть до 1 июня, они должны выполнить эти 5 пунктов, после чего мы начинаем проверку по выявлению неподготовленных пляжей. Если же по одному пункту данного предписания пляж не готов, мы, может быть, дадим еще какое-то время, если нас попросят, может быть, они не успели, но по невыполнению всех пунктов мы вынуждены будем писать акты о том, что пляжи не готовы, соответственно, пляжи не открыты к купальному сезону. Что касается работ по очистке морского дна от опасных предметов, то здесь привлекают водолазов МЧС. В Абхазии много рек, которые впадают в море. В их устье в радиусе 20 метров купаться запрещено. Соответственно, в таких местах должны быть установлены специальные знаки. Кроме того, на каждом пляже в радиусе 500 метров должен находиться спасатель. Мы обговаривали с главами администрации. У нас нету такого штата, чтобы в штате ГИМС МЧС было столько народу, чтобы они выполняли спасательные работы по пляжам. Поэтому мы обговорили с ними, если же они найдут людей, мы готовы их обучить по спасению людей, если терпит бедствие, то есть тонет. Если человек тонет, как его спасти. За прошлый год в Абхазии в море, реках и озерах утонуло 12 человек, и немалое количество было спасено. По словам спасателей, зачастую виновниками трагедии становятся сами туристы. Люди сами тоже в нетрезвом состоянии заходят в море, либо в штормовую погоду, хотя они должны сами понимать, что в штормовую погоду небезопасно заходить на море. И для этого мы тоже сделали штрафные санкции для людей. Допустим, если штормовая погода и вывесен флаг о том, что купаться запрещено, если он залез в море, по всем районам у меня есть инспектора, а здесь, соответственно, я и мои инспекторы, мой заместитель, у нас есть возможность их оштрафовать. Поэтому по сухому более-менее люди понимают и не нарушают. Вот по остальным районам много таких нарушений, сами люди нарушают, заходят в море, но и в хорошую погоду, если даже человек в нетрезвом состоянии, за ним надо следить. Об этом-то никто не знает, он будет тонуть, поэтому должен быть спасатель. На побережье Абхазии большое количество непригодных причалов, где категорически нельзя купаться и пришвартовываться. До начала купального сезона там должны быть установлены запрещающие знаки. Прозрачная морская вода тоже может таить опасность. Из-за преломлений света может казаться, что глубины достаточно для безопасного прыжка, но проверять это, рискуя собственной жизнью, плохая затея. За состояние городских пляжей отвечают администрации городов и районов. Что касается частных пляжей, то за них отвечают арендаторы. Как показывает практика, частные пляжи раньше всех подготавливают к купальному сезону. Как известно, пляжи – неотъемлемая часть имиджа любой туристической страны. Кроме того, от их санитарного состояния зависит комфорт и безопасность отдыхающих. Поэтому, прежде чем бросать мусор где попало, стоит подумать и об этом. Аля Катрав, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.